Тем временем в городе полным ходом идет подготовка к предстоящему паводку. Как показали последние 2 года, нужно быть начеку. Вода поднималась до рекордных отметок. В мае прошлого года на реке Ухта был зафиксирован наивысший уровень воды по многолетним наблюдениям – 708 сантиметров. Топить жилые объекты на территории муниципалитета начинают уже при отметке 590. Чтобы минимизировать потери от высокой воды в этом году, профилактическую работу в Ухтинском управлении ГО и ЧС начали уже в марте. Какую, расскажет Виктория Науменко. Весной минувшего года в это же время в Ухте еще ничто не предвещало небывалого наводнения. О грядущем резком подъеме воды 7 мая сообщили за сутки. Поэтому, несмотря на отработанную в муниципалитете схему подготовки к паводкам, для многих такой масштаб стихии все же стал неожиданностью. Зайти невозможно было сюда. И все у нас, что внизу вот стояло, все у нас в воде получилось. Я хотела вот хоть что-то спасти. Мебель, одежду хотя бы спасти. Но обычно как ложишь вот в комоды, все вот по низу. Все вот в воде, вон слабо. Баню все мы развешали. Имея прошлогодний опыт, профилактическую работу в Ухте начали загодя. Еще летом Ухта-спецавтодор усовершенствовал дамбу в районе парка культуры и отдыха. Чтобы не сбрасывать воду каждый раз, ее дополнили водопропускной трубой. Подходы. Было принято решение установить водопропускную трубу диаметром 800 со штипером, который непосредственно в осенний период будет открываться. Также осенью укрепили противопаводковый вал в районе спорткомплекса «Нефтяник». Он несколько лет стоял частично разрушенным. Своевременный вывоз снега, осмотр гидротехнических сооружений, всю ежегодную работу в Ухте также начали заблаговременно. А с марта стартовала финальная часть подготовки – работа с населением. В муниципалитете есть и населенные пункты, которые по весне оказываются вообще отрезанными от цивилизации – деревня Паромец и село Кедва. Первоочередной задачей была доставка туда запасов продуктов первой необходимости. Завоз продуктов необходим, то есть не скоропортящие, там мука, крупы, чтобы смогли сами печь хлеб, соответственно, их фельдшера завозят медикаменты. Есть и дома в самой Ухте, которые ежегодно оказываются в опасной близости к воде. На территории муниципалитета в зоне возможного подтопления 110 человек, а еще 18 объектов экономики и социально значимых учреждений. Одна из основных задач управления ГО и ЧС в преддверии паводка – работа с населением подтопляемых районов. Один из таких – улица Почтовая. Не все дома здесь жилые, некоторые используются как дачи, но работу с населением, причем регулярную, это не отменяет. Специалисты управления ГО и ЧС обходят каждый дом, уточняют списки проживающих постоянно и временно, собирают контакты, раздают памятки по безопасному поведению в период паводка и уточняют места проживания в случае эвакуации. Со мной делегация, извиняюсь. Вы собственником являетесь? Нет. Получается, проживать она будет там, на Первомайской, да? Пока да. Всех, для кого дома в зоне подтопления единственное жилье, при необходимости готовы временно разместить в гостинице «Тиман» и общежитии ДУСААФ. Каждый год мы обновляем списки подтопления. То есть на основании прошлого года, то есть не было такого подтопления у нас с 1938 года. И то есть внесли в постановление о подтопляемых территориях, то есть все, что попало в прошлом году. Александр Лобанов осенью купил участок на улице Почтовой. В городе есть квартира, но захотелось и дачу, рассказывает мужчина. О том, что она будет в зоне подтопления, знал. Но это пока не пугает. Страховку тоже еще не оформил. Осенью уже по-быстрому поднял баллов повыше, чтобы, не знал ситуацию, что, чего здесь, как. А так планирую здесь строиться, и, соответственно, уже буду поднимать уровень участка, чтобы уже не плавать. На сегодняшний день прогноз управления ГО и ЧС благоприятный. Снегозапас порядка 80%. Это значит, пока опасаться нечего. Однако профилактические меры в любом случае необходимы. Погода может измениться в любой момент, как в минувшем году. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.